Всем привет! В этом ролике мы разберем некоторые основы работы с 3D принтером на основе модели Flying Bear 4S. К сожалению, мы не можем просто взять понравившуюся модель, отправить на принтер и распечатать, как мы это делаем с обычной бумагой, отправляя ее на принтер. Перед печатью нужно провести некоторые процессы, нужные для того, чтобы принтер понял, что и как ему нужно печатать. Для начала нам потребуется скачать программу Ultimaker Cura. Cura является бесплатным приложением для 3D нарезки моделей. Что такое нарезка? Нарезка — это преобразование модели в формат, который понимает 3D принтер. Далее на примере я покажу, что это такое. Для начала нам нужно скачать программу с данного сайта. То есть переходим во вкладку Software и нажимаем на вкладку. Эта программа бесплатная. Так. После того, как мы ее скачаем, запустим установку, принимаем все, что он нам предлагает, и далее запускаем программу. После запуска у нас выйдет данное меню, где нам предложат выбрать принтер. Но так как у нас данного принтера, то есть модели Flying Bear 4S нету, мы переходим в вкладку Custom, что означает как бы собственный принтер. Нажимаем Next. И далее у нас выйдет такое вот страшное меню. После того, как у вас вышло данное меню, нужно внимательно прочитать инструкцию к принтеру и найти раздел с настройками. Вот так выглядит страница с настройками. И после нужно перенести все настройки в Cura. Я это сделаю за кадром. Увидимся через мгновение. Итак, я перенес все настройки из инструкции. Это очень важно сделать, то есть сделать это как бы с точностью, так как если что-то написано не так, это может привести к неполадке в работе 3D принтера. То есть это очень важно. То есть вот я тут две вкладки, я все заполнил. Далее Next, далее Finish. Это сейчас мы заполнили первичные настройки. Есть еще вторичные. Они тоже не менее важны. То есть здесь у нас наш принтер. Далее здесь мы должны выбрать... Ну, это уже зависит, конечно, от принтера. То есть выбрать материал, какой у вас. И далее выбрать профиль. В моем случае это драфт 0,2 мм. И вот здесь... тоже в соответствии с настройками в инструкции нужно все прописать. Я это тоже сделаю за кадром и вернусь. Итак, я внес все настройки. А сейчас попробуем создать свою собственную модель и в дальнейшем ее распечатать. Для этого я буду использовать программу Blender. Плейлист с основами данной программы сейчас появится на экране. Вот. А я сейчас создам какую-нибудь простенькую модель, и в дальнейшем мы ее распечатаем.
например, вот такую вот простенькую модель. Что-то типа какой-то детали. Далее, что нам нужно, это сохранить данную модель в нужном нам формате. Принтер принимает только, точнее, программа, которая позволяет преобразовать модель, она работает с двумя форматами. Это OBJ и STL. То есть нажимаем на файл, далее экспорт, и здесь выбираем нужный нам формат, то есть STL или OBJ. Но я сохраню в STL. Так вот, на рабочий стол. Назову его part. Вот первый у меня уже есть, тестовая, будет пусть 2. Экспорт. Нажимаем. Далее переходим в нашу программу, то есть Cura. Нажимаем на эту кнопку, на папочку, и выбираем нашу модель Part 2. Открываем ее. Видим, что она здесь очень огромная. Выделим ее. Поменяем, конечно же, в размере. Не очень охотно она меняется, но сейчас мы все сделаем. Из-за того, что объект большой, происходят вот такие вот вещи. Ну, уже примерно то, чего мы хотим. Единственное, я бы ее развернул вот так. И еще бы изменил размер. Например, вот. Далее мы нажимаем кнопку Slice. Это называется нарезка. Нажимаем на нее. На нашу модель уйдет 6 грамм и примерно 26 минут. Я попробую немножко изменить размер, чтобы она стала поменьше и быстрее распечаталась. Вот уже 4 грамма и 18 минут. Это уже более-менее. Далее нажимаем Preview. И мы видим то, как наша модель будет выглядеть по итогу. То есть то, как принтер будет печатать ее. Вот. Далее мы выбираем «Сохранить файл», выбираем и выбираем флешку. Сохраняем на флешку и далее перейдем к печати. В моем случае флешка, она как бы является с SD-картой внутри, и данная модель принимает только SD-карту. Сейчас я ее вставлю и перейдем уже к печати. И вот я вставил SD-карту, и следующее, что нам нужно будет сделать, это откалибровать наш принтер. Для этого у данной модели имеется особый файл, который тоже как бы нужно распечатать. Ну, сейчас выберем нагрев, выберем материал наш, в данном случае PLA, и назад. Далее печать. И вот далее у нас появляется интерфейс нашей флешки. И первое, что нам нужно сделать, это нажать на Enter 3 Bed Leveling. Это является калибровкой. Да, начинаем печать. Здесь можно заметить, что принтер начинает нагреваться, то есть экструдер начинает нагреваться. Экструдер это вот эта вот штука, которая выдавливает пластик. И также происходит нагрев вот этой части самого палета до 60 градусов. Сейчас подождем, пока он нагреется и начнет печатать. А еще важная вещь, перед тем, как он начинает печатать, то есть он нагревается, и при этом немножко пластика как бы выдавливается из нашего экструдера. Для этого присутствуют специальные щипчики, которым мы должны снимать остатки, точнее вот этот ненужный выдавленный пластик. То есть при печати самое важное это следить за самой печатью. То есть нельзя оставить принтер просто печатать и не следить за этим. Вот, нагревается. Вернусь, когда он начнет печатать.
И вот он у нас нагрелся до нужной температуры и, собственно, начал нашу калибровку. Вот. Ну, собственно, он рисует вот такие вот кружочки, которые дают ему некий ориентир. Ну, вот первые несколько кружочков не получились, но это нормально, для этого как бы и делается калибровка, чтобы в дальнейшем он выдавливал пластик уже нормально. Вот, допустим, нормальный кружочек. Вот. Хорошо, пусть он заканчивает. Вернусь после того, как он закончит, собственно. Так, вот он закончил нашу калибровку. Нужно проверить, нет ли там ничего лишнего у нас в экструдере. Немножко есть. На это убираем, пока оно не застыло. Оп. Ага. Так, вот он закончил печать. И далее с помощью вот такой вот лопатки нужно аккуратненько все это подснять. Так как у нас вот этот палет он нагретый, это не составляет особого труда. Вот. Так вот. Также не рекомендую прикасаться руками к данному экструдеру, он очень горячий. Палет, он нагрет до 60 градусов, ну, как бы его тоже лучше бы не трогать в целях безопасности. Вот здесь еще немножко появилось. Нужно убрать. Ага, окей. Итак, сама печать у нас заняла 3 минуты. Ну, так как это была простая моделька, ну, даже не моделька, как калибровочная такая некая настройка, скажем так. Далее. Сейчас напечатаем нашу модель. Убираем нагрев, ставим PLA, выбираем печать и выбираем нашу модель. Да. Вот сейчас пойдет нагрев. После того, как нагрев закончится, я к вам вернусь. И вот наш экструдер с палетом нагрелись. И сейчас пойдет печать. Вот. Пошла печать. Вернусь к вам, когда она закончится. И вот наш принтер закончил печатать. Заняло это у него 21 минуту. Он буквально только что закончил. И вот получилась вот такая вот модель у нас. Ее нужно аккуратно снять лопаткой. Вот так. И вот у нас получается вот такая вот модель. Получается, я тут немножко ее повредил, потому что лопаткой я снимать начал слишком рано. И она немножко вот здесь вот кривенькая. Но в целом это ничего. Ну и сверху здесь есть небольшие косяки в виде вот таких вот дырочек. Но это зависит от модели принтера, его настроек и так далее. То есть вообще даже самый хороший принтер с первого раза может напечатать так же, то есть с дырками и с косяками. Поэтому ничего страшного в том, чтобы печатать еще раз, нету. Итак, на этом все. Всем спасибо за просмотр.